первой части текущего видео была рассмотрена проблема даннической зависимости на Кавказе, которая происходила в период позднего Средневековья и Нового времени. В той серии по большей части затрагивалась тема Южной Осетии и Грузии. В ней я опроверг доводы некоего блогера по кличке Даиф, который утверждал, что осетины находились в крайне сложном положении в отношении с другими кавказскими народами. Но мною были предоставлены источники, которые свидетельствовали о том, что и другим кавказским народам на тот период приходилось крайне нелегко. В качестве примера я привел грузинский народ, который находился в вассальной зависимости от ближневосточных государств, а также был подвержен постоянным грабительским набегам со стороны других кавказских народов, в частности дагестанцев и осетин. Во второй части этого видео будет рассмотрена проблема Северного Кавказа, а именно, что происходило на Северном Кавказе, в том числе и в Осетии, до его вхождения в состав России. Какова была политическая, территориальная, экономическая и социальная обстановка среди кавказских народов в период с 16 по 19 века? И правду ли говорит Даиф о том, что Россия, придя на Кавказ военным путем, стала отбирать территории у кавказских народов и раздавать их потом осетинам? Без максимального масштаба вы даже можете не заметить эту небольшую надпись с осетинскими ущельями. Но начиная уже с 19 века мы видим, что все больше становятся очевидными последствия затянувшейся Кавказской войны. Чем хуже складываются дела у воюющих черкесов, тем больше земель за спиной у них удается захватить себе осетинам. Давай по новой, Миша, все хуй. Только вся правда в этом вопросе заключается в том, что не только осетины получили от России территориальные преимущества. Что я под этим всем подразумеваю, вы в скором времени узнаете, если досмотрите это видео до конца. Но сперва я бы хотел попросить вас подписаться на наш канал, чтобы вы, дорогие зрители, не пропустили новые видео. Также, если вам понравится данный выпуск, не пожалейте поставить ему жирный лайк, написать несколько комментариев и отправить его своим родственникам и друзьям. Ну а мы начинаем. Перед тем, как начать обсуждать проблему политической обстановки Северокавказского региона до его вхождения в состав России, для начала я бы хотел затронуть тему границ Осетии. Ведь Даиф в своем видео утверждал, что территория, где проживали осетины, была ничтожно мала. В качестве доказательства он приводит карту, нарисованную несколько столетий назад. Если вы попытаетесь найти их на картах 18 века, то столкнетесь с большими сложностями. Тогда, естественно, никакой Осетии еще и в помине не было. Ой, дурак! Что тут можно сказать? Этот персонаж, либо он сознательно играет на публику, либо же ему просто не хватает компетентности для исследования этого вопроса. Если это так на самом деле, то это в очередной раз доказывает его дилетантский подход в анализе этой темы. Чтобы более подробно изучить вопрос территориальных границ осетинского народа в прошлом, мы должны коснуться в первую очередь темы средневековой Алании, где проживали предки нынешних осетин.
Точные границы распространения аланского государства мы указывать не можем, так как сведений по этой теме у нас имеется немного. Но исходя из археологических данных, а также письменных источников раннего Средневековья, мы можем представлять примерную площадь границ этого государства. Где же проходили эти самые границы? Западная Алания находилась в верховьях реки Кубань до Большого Кавказского хребта, который тянется затем вдоль Черного моря. Основными соседями алан-оссов на западе были адыгские народы. На юге Алания граничила с Абхазским царством, а также несколькими княжествами Грузии. На севере, в степной зоне, соседями Алан были тюркские народы. По поводу границ Восточной Осетии Алании можно сказать, что территория ее охватывала до притока реки Терек в Дарьяльском ущелье и далее, вплоть до границ современного Дагестана, Чечни и Ингушетии. После разгрома монголо-татарами аланского государства геополитическая ситуация на Кавказе начинает меняться. Активно стали усиливать свои позиции адыгские народы, которые при поддержке золотоордынцев начинают селиться на территории Центрального Кавказа в конце XIV – начале XV веков. В этот период многие адыги перешли к полукочевому образу жизни. Основными причинами миграции адыгов в центральные районы Предкавказья явились необходимость расширения пастбищных угодий для развивающегося скотоводства и поиски новых плодородных земель. Перемещение также было связано и с османским завоеванием восточного побережья Черного моря. Адыгский компонент в центральной части Кавказа, как было сказано ранее, появился относительно недавно, только в 15 веке. Массовое заселение адыгами этой области подразумевало также и ассимиляцию местных неадыгских кавказских племен. Этим и объясняется антропологический кавказский тип кабардинцев в сравнении со своими сородичами иными абхазо-адыгскими народами, которые имеют другой антропологический тип – понтийский, который отличается от кавказского. В XVI веке территория от Западного до Центрального Кавказа делится на две области, именуемые Большой и Малой Кабардой. Территория Большой Кабарды начиналась от верховьев реки Малка до соединения с рекой Терек. С юга она граничила с Черными и Кабардинскими горами, а с востока достигала пределов Малой Кабарды. Границы же Малой Кабарды, в свою очередь, доходили на востоке до реки Сунжа, а на юге до реки Камбелеевская. К XVI веку адыги имеют прочные политические и экономические позиции на предгорной и равнинной территории как Западного, так и Центрального Кавказа. Заняв равнинные территории, адыги в численном и стратегическом отношении находились в заметном преимуществе перед горными обществами Осетии, Ингушетии, Карачая, Балкарии и части Чечни. Практически все эти народы, как полностью, так и частично, находились в зависимом положении от кабардинских князей. Что касается осетин, то тут не все так однозначно. Если дигорцы и являлись данниками кабардинских князей, зависимость которых была направлена не на прямое воздействие на дигорский народ, а через дигорских князей, именуемых бадилятами, то зависимость остальных горцев-осетин Тагаурского, Куртатинского и Алагирского ущелий не носила систематический характер. Она была не одинаковой в различные времена года, например, летом и зимой, и даже зависела от урожая в горах. А когда у них в горах хлеб и трава родится довольная, и тогда они соль покупают из Грузии. И в горах, отъезжая в дальние места, достают воды и из оной варят. И скоты свои из гор не выгоняют, и сами в Кабарду уже не ездят, и кабардинцев к себе не пускают, за что с ними бывают ссоры и драки. Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов в 2 томах. Составил профессор Марк Блиев. Орджоникидзе, 1976 год, том 1, страница 37.
Поэтому говорить о том, что осетины были поголовно данниками кабардинцев, и уж тем более выплачивали дань всем своим соседям, как об этом утверждает Даив, крайне неуместно и глупо. Политические, хозяйственно-экономические и географические условия, в которых находились горские общества, были чрезвычайно тяжелыми. Нищета, голод и неизбежные их спутники, опустошительные болезни, стирали с лица земли целые населенные пункты. В горах земли катастрофически не хватало. Горцы боролись за каждый вершок ровной земли. Каким количеством пахотной земли располагал в описываемый период осетинский народ? Если брать за основу данные XIX века, то вся Нагорная Осетия составляла около 3700 квадратных километров. Из них только 10 тысяч десятин были пригодны для пахоты. На всей этой площади в средние века проживало примерно 60-70 тысяч осетин. Для сравнения, по данным переписи 1840 года, количество ингушей насчитывалось 33 тысячи человек, чеченцев 66 тысяч. Горцы, находясь в таком сложном положении, превозмогали все беды и невзгоды суровой жизни в горах. Усугубляли ситуацию также кабардинские князья и их непрекращающиеся попытки установления над осетинами и другими горскими народами своего феодального влияния. Собственных сил для осуществления этих планов у Кабарды было недостаточно, поэтому они часто искали поддержки в этом вопросе у крымского хана. Однако кабардинские князья пользовались и более грозным, чем поддержкой крымского хана, оружием. Они периодически устраивали горцам экономическую блокаду. Для проведения такой блокады феодалы Кабарды использовали свое выгодное геополитическое положение. Занимая равнины Центрального Кавказа, кабардинские князья со своими дружинами могли контролировать выходы горцев из горных ущелий. Голод, малоземелье, замкнутость в горных теснинах и попытки кабардинских князей насадить свою власть горцам – все эти трудности только укрепляли характер народа, закаляя в нем тело и дух, побуждая осетин и не только их как-то с этим бороться. Немало имеется народных песен и сказаний, описывающих события тех времен. Например, в дигорском устном народном творчестве сохранилось предание о Есе Канукове. В предании говорится, что кабардинский князь Сари Асланбек Кайтукин задумал покорить дигорцев до Донифарского общества. Для осуществления задуманного он решил направить на донифарцев свое войско в количестве более 100 воинов. Ранним утром, когда князь Кайтукин собирался сделать омовение, Есе Кануков выстрелом в кувшин, стоявший на земле рядом с князем, разбил его вдребезги. Князь послал человека узнать, в него ли целился Есе или в его кувшин. На это Есе ответил: «Спросите своего князя, кто больше, он или его кувшин». Поступок Есе Канукова охладил боевой пыл князя, и он не стал осуществлять задуманного против дигорцев и ушел туда, откуда пришел. В фольклоре осетинского народа бытует также героическая песня о Ларсаге Кудайнате. В этой песне описываются события 17 века, и в ней рассказывается о том, как обрек по имени Кудайнат, который был родом из осетинского селения Ларс, не давал покоя кабардинским князьям, на которых часто совершал набеги. Сам Кудайнат был мусульманского вероисповедания. И во время совершения молитвенного намаза, который он делал со своим товарищем, их неожиданно встретил кабардинский князь. Узнав Кудайната, он без раздумий убивает их, выстрелив в него и в его товарища. Этим поступком князь совершил позорное преступление, так как убийство молящегося недопустимо и считалось признаком трусости. Из множества историй о народных героях Осетии, которые боролись против произвола кабардинских князей, одно из важных мест среди прочих занимает предание о Чермене Тулатове. В 1970 году был даже снят фильм об этом осетинском герое. Правда, вопреки расхожему мнению, Чермен Тулатов по своему происхождению не был кавдасардом, где об этом также говорится и в фильме, а был самым настоящим представителем княжеского рода.
Родился он примерно в 1783 году в селении Кобан Тагаурского общества. Земельные вопросы того времени, а также российско-грузинские внешнеполитические контакты, для налаживания которых нужно было проезжать через владения тагаурцев, осложнили связи осетин-тагаурцев с кабардинцами. А после того, как один из представителей Дударовых по имени Мисост убил черкесского князя Ахмеда Мулдарова, осетины-тагаурцы прекращают платить дань кабардинским князьям. Об этом также писал и немецкий путешественник XVIII века Генрих Юлиус Клапрут. Осетины Слоната прекратили платежи кабардинским князьям Мударовым с тех пор, как старший сын Ахмеда, Исчима по имени Мисост, убил черкесского князя Алкаса Мулдарова, попытавшегося силой увести сестру Мисоста. Генрих Юлиус Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 годах. Именно с этого периода осетины-тагаурцы прекращают платить кабардинцам дань. Чермен после всех этих событий организовывает собственный отряд из кубанских джигитов, который периодически стал участвовать в набегах на кабардинские владения. О том, что осетины совершали набеги на владения князей Малой Кабарды, также упоминал все тот же Генрих Юлиус Клапрут. В 1808 году он побывал в селении Барукино. Селение это находилось при въезде в Куртатинское ущелье Осетии, и владельцами его были малокабардинские князья братья Девлет и Батако Анзоровы. Мы проехали затем до реки Фиак. Я разбил свою палатку около селения Барукуахи на восточной стороне этой реки. Барукуахи и Эльмурские находились под властью княжеской фамилии Тау-Султан из Малой Кабарды. Их жители были жестокими врагами куртатских осетин, которые часто крали у них лошадей и скот. Генрих Юлиус Клапрот. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 годах. Несмотря на все сложные отношения, которые существовали между кабардинцами и осетинами, часто складывались союзнические и родственные связи этих двух народов. Так, например, российский чиновник Бакунин свидетельствовал: осетины со всеми кабардинскими владельцами, апаче с Адельгереем Геликсановым, издавна имеют дружбу и соседство, и во время неприятельских на Кабарду приходов, оные владельцы малолетних своих детей для лучшего охранения присылают к ним в Осетию. И потому они от кабардинцев опасения не имеют. Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов в 2 томах. Составил профессор Марк Блиев. Орджоникидзе, 1976 год, том 1, страница 304. Шестой народ – Дюгор, дегорцы. Седьмой народ – Сюрдегор, стурдегорцы, живут в горах по вершинам реки Уруха и других ближних рек, против Малой Кабарды, расстоянием от деревни владельца Альдигерея Геликсанова день езды. И с тою Малою Кабардою постоянной имеют мир, и некоторую малую кабардинцам дают дань и взаимно между собою женятся, дюгоры и сюрдегоры на кабардинках, а кабардинцы на их дочерях. Русско-осетинские отношения в XVIII веке. Сборник документов в 2 томах. Составил профессор Марк Блиев. Орджоникидзе, 1976 год, том 1, страница 37. Как уже мною было сказано ранее, не только осетины были подвержены феодальной экспансии кабардинских князей, но также и другие соседние горские народы. Так, например, в чеченских народных преданиях, называемые Илли, упоминается народный герой Чечни, имя которого Адин Сурхо. Согласно полевым материалам и народным преданиям, известно, что действия эти происходили в первой половине XVII века. Западно-чеченские общества обратились к старшинам Народного собрания с просьбой об оказании помощи по изгнанию кабардинских феодалов. Народным собранием было решено задействовать для осуществления этих целей выходцы из исторической области Чаберлоя, села Казиной, Адина Сурхо.
Борьба Адина Сурхо отразилась в чеченском фольклоре как противостояние с кабардинским князем Мисостом за интересы простого бедного населения края. Чеченские и ингушские общества попадали в вассальную зависимость от Кабарды примерно с 17 века. К этому времени кабардинский князь Сунчалей Янглычев-Черкасский установил свою власть над ингушами, которые проживали вместе с кабардинцами в районе реки Терек. В середине 18 века под властью кабардинского князя Давлет-Гирея Эльмурзовича Черкасского оказались и чеченские деревни Герменчук и Шали. В 70-х годов 18 века ингушские крестьяне настойчиво добивались своего освобождения от власти кабардинских и кумыкских владельцев. Царизм в целях ослабления антиколониальной борьбы горцев покровительствовал войнахам. Однако он пытался особо не раздражать и кабардинских феодалов. В частности, правительство Екатерины II, не желая обострения отношений с кабардинскими князьями, предписало военным властям на Кавказе не раздражать их, то есть кабардинцев, покровительством ингушского народа. Кабардинские князья продолжали получать дань от части ингушского населения вплоть до начала XIX века. Таким образом, за право пользования удобствами плоскостной жизни ингуши обязаны были платить дань то кабардинцам, то кумыкам и даже Шамхалу Тарковскому. Слабость и невозможность силою отражать притязания охотников до дани ставили ингушей нередко в необходимость платить дань многим хозяевам за раз. Это положение, как сказано выше, подтверждается просьбой ингушей в 1769 году о принятии их в подданство России и таким образом об избавлении их из-под зависимости кумыкам и кабардинцам. Хотя ингуши в том же 1769 году и были приняты в подданство России, но тем не менее фактическая зависимость их от кабардинцев все-таки продолжала тяготеть над ними, и ингуши по-прежнему платили дань кабардинцам. В год по одному барану со двора, а у кого не было баранов, то железом на одну косу. Сборник сведений о кавказских горцах, выпуск 9, страница 4. Статья «Ингуши. Их жизнь и обычаи». Тифлис, 1876 год. Народ ингуши, известные также под именем кистов или киштинцев, обитающих между рек Терека и Сунжи, будучи трудолюбив и покоен, искал освободиться от притеснения кумыков, аксайских и кабардинцев. Они взошлись просьбою о том к кизлярскому коменданту и по собственному их желанию приняты 1769 года в российское подданство и дали аманатов. Как они уже издавна являли склонность к принятию христианской веры, купно с осетинцами, будучи язычники, то кизлярский комендант определил к ним одного кизлярского служилого дворянина и казаков под видом обращения их в христианство, дабы кабардинцы и кумыки, видя российских людей, некоторым образом воздержались от причинения ингушам обид. Материалы новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. П. Г. Будкова. Часть 1. Глава 61. Санкт-Петербург. 1869 год. Но и простому кабардинскому народу тоже приходилось нелегко. К сожалению, сегодня многие из числа адыгов с гордостью бьют себя в грудь, говоря о том, что якобы их предки собирали дань со всех горцев. Однако поводов для гордости тут может быть немного. Безусловно, если у тех нынешних адыгов, которые кичатся своими предками, в роду у них были князья, то условно можно сказать, что им есть чем гордиться. Но, как вы понимаете, не все адыги были привилегированного сословия. И князья Кабарды в основной своей массе имели холопов из числа своего же народа. И в этом, в принципе, ничего удивительного нет. Феодальное общество любого народа подразумевает разделение этого общества на «избранных», в кавычках, которых меньшинство, и на тех, кому повезло меньше, то есть крепостных. Их, как вы понимаете, большинство. Как говорил знаменитый криминальный авторитет Аль Капоне, ничего личного. Это бизнес.
уздени или уорки подразделяются на три категории. Первую составляют первородные дворяне Кабарды, которые являются, так сказать, крупными вассалами какого-либо князя. Вторую категорию составляют дворяне не менее благородного происхождения, не имеющие, однако, в полном объеме власти и прав дворян первой категории. Наконец, дворяне третьей категории в силу своей бедности подчинены другим дворянам. Эта категория напоминает по своему положению мелкую шляхту в Польше. Называют их узденями узденей. Кабардинские дворяне обладают всеми вассальными правами и платят дань пшеницей и скотом за пожалованную им землю. Большая часть крестьян принадлежит дворянам, тем не менее и эти крестьяне ежегодно платят князю по одному барану с каждой семьи, помимо оброка, которым их облагают дворяне и который составляет десятину от каждого урожая пшеницы. Простой люд Кабарды или крестьяне, называемые по-черкесски тхакотли, находятся под властью князей и дворян с древних времен по праву захвата. Они – труженики, прикрепленные к земле, но хотя они подвергаются сильному угнетению, они все же не являются рабами, поскольку продавать их, за редким исключением, ни целыми семьями, ни поодиночке, никто не имеет права. Большинство их, как уже было сказано, принадлежит узденям, остальные находятся в непосредственной собственности князей. Иоганн Бларамберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа, 1834 год. Здесь следует также указать на то, что Большая и Малая Кабарда, несмотря на единую этническую общность, имели противоположные политические и социальные взгляды. Малая Кабарда по своей сути была больше феодальным образованием и в основном пророссийским. В то же время Большая Кабарда или Западная Черкесия по своему политическому мировоззрению являлась по большей части демократическим обществом, где феодалы не шли вразрез с интересами народа. Кстати, здесь следует указать и на то, что основные боевые действия Кавказской войны происходили в основном на территории Западной Черкесии, а не Малой Кабарды. Исходя из вышесказанного, следует, что между верхами Большой и Малой Кабарды имелись частые противоречия, которые могли переходить в боевые столкновения. Так, например, в 1755 году князь Кайжока Геляхстанов и другие владельцы Малой Кабарды просили императрицу Елизавету Петровну защитить их от обид и разорений, причиняемых владельцами Большой Кабарды. В частности, они писали: 1755 год, ранее октября 11 -го. Письмо владельцев Малой Кабарды, Кайжоки Келексанова и других императрице Елизавете Петровне с просьбой защитить их от обид и разорения, причиняемого владельцами Большой Кабарды. Перевод с письма татарского, присланное Малой Кабарды от владельцев Кайжоки Келексанова, Казыя Алиева, Батоки Таусултанова, Расланбека Алиева, получено октября 11 дня 1755 года. Всепресветлейшей державнейшей великой государыне, всемилостивейшей, припадая к стопам, всеподаннейше приносим прошение. Понеже Большой Кабарды обоих партий владельцы яко Табаксанской, Бамат Каргокин, Касай Атажукин и кашкатовские Джанбулат Кайтукин, собравшись с братьями и детьми своими, чинят нам великие обиды, так что Джанбулат Кайтукин завладел Анзоров Кугулка, Муртаза Кабаками со всеми ихними лежащими народами. Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII веках. Сборник документов. Москва, 1957 год, том 2, страница 198. С 1805 по 1810 годы по Малой и Большой Кабарде прошлась эпидемия чумы, которая унесла жизни нескольких десятков тысяч человек. По этой причине княжеский род Мулдаровых, который был одним из самых влиятельных в Малой Кабарде, полностью прекратил свое существование. Генералу Ермолову нужно было как-то исправлять ситуацию. Обширные степи Малой Кабарды между реками Сунжой и Тереком после завершения эпидемии чумы остались безлюдными,
что создавало прекрасную возможность для осуществления чеченских набегов на укрепленные оборонительные линии российских войск. Вскоре наследники этой земли объявились. Ими оказались Любовь Александровна Бекович-Черкасских и ее сыновья Федор и Ефим Бекович-Черкасский. Род Бекович-Черкасских были близкими родственниками князей Мулдаровых, и именно поэтому право собственности этих земель переходило им. В 1824 году генералом Ермоловым был выдан документ князю Федору Александровичу Бекович-Черкасскому, и назывался этот документ «Акт о наследственном владении землями в Малой Кабарде». В этом документе указывалось на наследственное право князя Федора Бековича Черкасского на земли князей Мулдаровых в размере 98 511 десятин. В 1832 году Федор Бекович Черкасский умирает, и полноправным наследником этой земли становится его брат, князь Егор Бекович Черкасский. В 1847 году для наделения землями офицеров Сунжского полка царская администрация купила у князя Егора Бековича Черкасского 39 316 десятин земли на сумму 58 974 рубля. А в 1866 году российским правительством было выкуплено еще 56 192 десятин земли. Таким образом, у Бековичей Черкасских в распоряжении осталось 3000 десятин земли. Царская администрация охотно поощряла князей за передачу земель в распоряжение правительства. В частности, за земли, отошедшие под осетинские селения Эльхотова и под аул Бароков, всего 14 556 десятин земли, малолетнему кабардинскому князю Таластанову российским правительством было выплачено 6550 рублей. Также российское правительство раздало кабардинские княжеские земли и другим горским народам, в частности и ингушам. Например, сегодняшние равнинные населенные пункты Ингушетии, такие как Назрань, Малгобек, Пседах, Сагопщий, Ачалуки и другие, это бывшие владения Малой Кабарды. Часть этих владений были выкуплены российской администрацией у князей Бековичей Черкасских и переданы ингушам. Об этом также свидетельствуют документы тех лет. В 1860 году по распоряжению генерал-фельдмаршала князя Борятинского Назрановскому обществу был указан в пользование занятый названным обществом участок в количестве 62 тысяч десятин, ограниченный с запада Тагаурским обществом Осетинского округа, с севера Малокабардинскими горами и с востока и юга землями первого Сунжинского и второго Владикавказского казачьих полков. Разбор существовавших в Назрановском обществе поземельных отношений, а также рассмотрение условий экономического быта населения этого общества и поверка численности его были возложены на Терскую сословно-поземельную комиссию. По собранным комиссией сведениям оказалось, что в районе участка, предназначенного князем Борятинским для назрановцев, водворено 15 аулов, заключающих в себе 3715 дворов и 9800 душ мужского пола. Кроме того, к Назрановскому обществу были причислены проживавшие на земле, приобретенной покупкою в казну от князей Бековичей Черкасских, аулы Пседах, Кискем, Сагопш и Ахбарзой в числе 580 дворов. Таким образом, расчет поземельного надела населения Назрановского общества необходимо было произвести всего по числу 4295 дворов. Сборник сведений о кавказских горцах, выпуск 2. Статья «Устройство поземельного быта горских племен Северного Кавказа», страница 50-51, 1869 год. Исходя из предоставленных здесь мною аргументов, вы, наверное, уже успели убедиться, каким специалистом-кавказоведом является блогер Даив. Его утверждения по поводу того, что благодаря России осетины присвоили часть территорий соседних народов, крайне ложны и смешны. Здесь напрашивается вывод, что, по всей видимости, в свое время осетины ему очень сильно насолили, и теперь он этими своими подтихушными действиями пытается им как-то отомстить.
Историческая правда во всей этой теме заключается в том, что Малая Кабарда, в отличие от Западной Черкесии, по своей сути была союзницей России. Российское правительство вполне на законных основаниях выкупало земли малокабардинских князей, а не отбирало, как это преподносит Даив. Выкупив эти самые малокабардинские владения, российское руководство стало их раздавать не только осетинам, но также и ингушам, чеченцам, карачаевцам и балкарцам. На бывших княжеских владениях впоследствии были созданы и казачьи станицы. Ну и напоследок я бы хотел пожелать всем зрителям и подписчикам подобных каналов научиться мыслить критически и не вестись на мнения и доводы дилетантов и подстрекателей, которые непонятно для чего пытаются стравить народы друг против друга. Может быть, они этим занимаются от нечего делать, а может, выполняют чей-то заказ. Этого, скорее всего, мы не узнаем. Но в любом случае, я искренне желаю, чтобы кавказская интернет-аудитория не мыслила однобоко, а стала бы изучать историю своего родного края с научной точки зрения, а не по блогам различного рода самозванцев и провокаторов. Всем спасибо за просмотр. А с вами был я, Алан Айларти и канал Дайрон. Ставьте лайк этому видео, напишите несколько комментариев и подписывайтесь на канал. До новых встреч!